Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для скорпионов. Любовь, отношения. Посмотрим, что ждет. Те, кто в поиске партнера, те, кто в ссоре, те, кто сейчас расстается, те, кто недавно в отношениях, те, кто давно в отношениях, те, кто вместе и не регистрированы, те, кто в браке. Подсказки из цыганской колоды. Смотрите, у нас для тех, кто в поиске партнера, выпадает король мечей. А это значит, что вы можете познакомиться с человеком в соцсетях, вы можете познакомиться, допустим, с помощью какой-то переписки, звонка или еще что-то такое. Знаете, когда вот мы говорим, пишем, да, вот тогда есть возможность такого знакомства. Кроме того, это будет человек свободолюбивый. Если вы хотите, чтобы отношения были вот такие семейные, надолго, то не факт, что здесь получится, потому что сначала может быть много страсти, да, а потом отношения могут сойти на нет. Человек любит свободу, человек любит свободные отношения, гражданский брак и так далее. Вот, смотрите, ваша ситуация какая? Вы можете здесь встретиться с человеком либо военным, да, либо это какой-то государственный чиновник или человек из суда, юрист какой-то. В общем, человек, который как-то принадлежит к каким-то правительственным организациям, да. Это человек, который, может быть, работает в каких-то государственных зданиях. Это человек очень серьезный, у него большие запросы, высокие цели и так далее. И вот, знаете, у него может прям проснуться такая любовь, такая романтика, желание заботиться о вас. Вы просто будете чувствовать, что вы ему очень нужны, что ваши чувства очень искренние, он будет, знаете, такой красноречивый. В общем, действительно, здесь может быть такая любовь-морковь, но не забывайте, что этот человек все-таки любит свободу, да, то есть сильно не загадывайте надолго, посмотрите, как это все будет развиваться, либо просто рассчитывайте на то, что брак будет либо гражданским, либо как-то гостевой, да, вот что-то такое. Теперь для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта старшего аркана «Справедливость». То есть здесь намек на то, что, может быть, вы как-то несправедливо себя вели, да, может быть, нарушили какие-то обязательства, которые были перед этим человеком, может быть, были не до конца честны, может быть, какие-то поступки совершили, что вот вызвали эту ссору, да. Посмотрим, есть ли возможность здесь для примирения. Да, конечно, есть. Но здесь придется вам проявлять инициативу, здесь придется вам идти навстречу, здесь придется... В общем, здесь придется как-то разбираться в своих эмоциях, да, возможно, очень тут обида какая-то глубокая на человека, может быть, даже вы вместе уже жили или собирались вместе жить, и тут вдруг что-то такое произошло, да, что вас... Так, а что именно здесь могло произойти? Ну, такое ощущение, что здесь просто... Ну, от избытка чувств. Может быть, слишком много эмоций было, и либо слишком много внимания один из партнеров себе требовал, да. То есть, по сути, вот здесь вот как на пустом месте это произошло. Может быть, поэтому здесь такая карта серьезная, что не стоит допускать конфликты, когда нет веской причины для этого. У вас здесь практически не было никакой причины. Знаете, какие-то, может быть, подсознательные страхи, может быть, проблемы, связанные там с жильем, да, или, может быть, вам кажется, что недостаточно человек вам знаков внимания уделяет, там, подарков дарит, мало заботится. Но на самом деле, скорее всего, здесь просто эмоции. Поэтому, вот, скорее всего, вам нужно здесь это осознать, проявить инициативу, поговорить и именно с глазу на глаз, чтобы никого лишнего здесь не было. И тогда уже можете помириться. То есть, смотрите, вот
такое ощущение, что здесь только на вас ответственность. Теперь те, кто у нас в разводе, да, в расставании. Здесь у нас карта трансформации, то есть к старому возврата нет. Если, допустим, развод, то это все уже навсегда, да. Если это расставание, тоже нет возврата. Либо, если вы все-таки возвращаетесь назад, или ваш партнер возвращается, то вы уже другой человек и не ведете себя так, как раньше. Давайте посмотрим, есть ли тут возможность возврата. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, это вот карта тоже на развод. Скорее всего, вам даже к лучшему, видите, шестерка бубновая, это карта ангела-хранителя, вам к лучшему расстаться с этим человеком, потому что он либо вас обманывает, либо он как-то давит на вас очень сильно, как-то, вы знаете, какое-то насилие проявляет, может быть, даже психологически как-то действует, давит, да, либо он не хочет как-то меняться, вот в ситуации как-то застрял и все, да, а может быть, это человек с какими-то, знаете, отклонениями от нормы, да, зависимостями какими-то. Вот. И поэтому для вас даже лучше было бы, чтобы вы расстались. Да, тогда для вас открывается светлая полоса. Поэтому вот лучше все-таки вам расстаться и не возвращаться вообще больше к этому. Потому что у вас потом действительно начинается счастливая личная жизнь. Теперь те, кто недавно встречаются, колесо фортуны. Перемена в ваших отношениях, скорее всего, вы уже либо вместе жить начнете, либо, может быть, руку и сердце предложит партнер. Какой-то сюрприз тут вас ждет. В любом случае, смотрите, вы будете здесь как-то заканчивать все-таки вот те отношения, которые были, да, и переходить на новый уровень. Все-таки здесь похоже... Так, ну-ка я еще одну карту достану. Да, все-таки здесь похоже на чувства, которые появились более глубокие, да, то есть уже такого легкого общения нет, уже здесь есть эмоции такие яркие, романтическое влечение какое-то есть, в общем, такое чувство глубокое появляется, и уже есть желание вместе жить, да. Кроме того, может быть, будет какая-то информация важная, да, вот какую-то информацию важную вы получили, и вот есть возможность вам поговорить о том, чтобы вместе жить. Может быть, допустим, ждали разрешения там на вернее, разрешение, принятие, допустим, на работу, бумага пришла, да, или там зарплата пришла, или еще что-то такое, какую-то бумагу, может быть, вы получили, какой-то документ, или, может быть, закончили обучение, получили диплом, и вот вам уже вместе тут можно жить, то есть один период заканчивается, другой начинается. Тем более у вас, знаете, может быть, если вы были на расстоянии друг от друга, да, вы можете теперь вот объединиться, соединиться. Может быть, до этого у вас были больше там телефонные звонки, переговоры, разговоры, да, свидания, дружба, а потом вот уже появилась возможность углубить как-то отношения. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что вам друг с другом повезло. Теперь те, кто давно в отношениях, смотрите, здесь вот карта не очень хорошая. Паж мечей, он обычно скандалист, причем, знаете, на пустом месте, да, может быть, много каких-то критических слов, много окриков и так далее. То есть, как бы, когда человека под себя пытаемся подстроить. Посмотрим, что тут у нас. Ну, смотрите, тут может быть даже и до разъединения дойти, до ссоры, да. Ну, в любом случае, вот это нужно прекращать, карты говорят. Нельзя допускать, чтобы какой-то один из партнеров другим понукал, помыкал и так далее. Никаких споров, никаких битв таких, да. Нужно с этим заканчивать. Если человек не может это прекратить, ну, тогда даже расставаться придется. Если может, да, вот как-то радикально нужно ситуацию решать. Вот, но есть возможность эту ситуацию выровнять. То есть, ну, через конфликт, скорее всего, придется действовать, да, но здесь есть возможность как-то ситуацию оздоровить, чтобы партнер как-то, ну, пришел в себя, да, через шок, через какой-то.
Здесь есть такое эмоциональное улучшение ситуации. А теперь для тех, кто вместе живет, но не в браке. Вот шестерка пентаклей, она и говорит как раз о таком браке гражданском, да, но здесь все очень даже хорошо и счастливо. Может быть, вы недавно только вместе стали жить, и для вас сейчас период, когда вы приспосабливаетесь друг к другу, когда у вас новый образ жизни, да, вот один на двоих. Может быть, у вас здесь закончился какой-то период, может быть, обучения, да, вы вместе стали жить, или, может быть, здесь, допустим, кто-то из партнеров устроился на работу, получил зарплату, есть возможность снять квартиру. В общем, какой-то сюрприз может быть еще тут, да, от партнера. Может быть, даже неожиданно это все. Ну и, в принципе, у вас здесь очень хорошее время, чтобы вы могли обсудить любые свои там цели, планы, работу, обязанности. В общем, вы здесь как будто бы, знаете, жизнь заново начинаете, обо всем договариваетесь. И как бы друзья к вам приходят, уже как-то вы знакомитесь друг, ну, как с друзьями друг друга. Если вы давно вместе уже живете, ну, без брака, да, но без заключения брака, то у вас здесь ситуация, которая говорит все равно о переменах каких-то. Может быть, здесь, допустим, один из партнеров может уехать, да, на какое-то время по делам. Может быть, здесь просто придется менять образ жизни для того, чтобы как-то обновить ваши отношения. Все-таки в дом кто-то может приехать. Это может быть родственники, это могут друзья приходить, да. И знаете, вот может быть как раз приход других людей, общение с другими людьми может помочь вам разрешить какую-то сложную для вас ситуацию. Может быть, очень важное событие какое-то произойдет. Знаете, либо в июне происходит это важное событие, либо вот сразу после июня. Но здесь касается все людей, которым вы можете доверять, да, вот либо от них помощь приходит, либо они помогают вам какую-то личную ситуацию решить. Так, теперь для тех, кто в браке, здесь выпадает туз чаш, замечательная карта, которая говорит о том, что у вас обновление чувств, любовь вспыхивает с новой силой, здесь может быть желание детей, да, здесь может быть много романтики, эмоций, в общем, просто замечательное время для пары. Это, знаете, как новый медовый месяц у вас здесь, да? Так, смотрите, денежки у вас тут приходят, какая-то стабильность появляется у вас в этом месяце, и на отношениях, конечно, это очень сказывается. Ну, это прям отпуск может быть, это может быть, если, допустим, вы никуда не выезжаете, то прям организуете как-то это все, да, вот в парке ходите, может быть, там на турбазу куда-то ездите. В общем, знаете, любовь, ухаживание, праздники, радости много. Детей это тоже очень часто касается. Вот, в принципе, здесь у вас много всего такого приятного и хорошего. Может быть, приглашает кто-то вас на юбилей на какой-то. Может быть, вы вместе занимаетесь каким-то любимым делом, да, творчеством каким-то. Покупаете что-то приятное для себя, может быть, крупную какую-то покупку делаете. Хороший месяц для вас, скорпионы. Посмотрим совет. Десятка бубновая. Так, хочу добавить еще карту. Восьмерка червовая. Ну, смотрите, здесь все дела совместные. Дела с партнером, с семьей, да. И здесь могут быть, знаете, какие-то ситуации, когда вам нужно по-новому как-то действовать, по-новому взглянуть на своего близкого человека, себя по-новому повести. То есть, знаете, как будто надо учиться быть в отношениях как-то добрее, заботливее, проявлять чувства, быть честными, искренними, да, ничего там не утаивать за душой. Вот такое ощущение, что вам здесь как будто бы нужно открыть заново ваши отношения, какой-то опыт новый получить в отношениях, может быть, даже научиться отношениям каким-то семейным, да. Вот здесь, может быть, знаете,
вы не проявляли последнее время эмоции как-то, чувства свои, да, или, может быть, все стало слишком обыденно, а тут романтика нужна, то есть, ну, что-то нужно поменять здесь. Друзья, желаю всем прекрасного июня, желаю любви, счастья и радости, всего вам доброго, до новых встреч.